Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на отношения. Отсыпка подойдет тем, кто уже в отношениях, в браке, в любви, в счастье, либо уже разочаровался. Да? Давайте посмотрим такую тему. Ваши отношения, будет ли новый виток, что принесет, как все будет происходить, что ждет в будущем. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя и на своего партнера. Назовите свое имя, его имя и спросите, будет ли новый виток в отношениях, как все будет развиваться, к чему все-таки придет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Что-то у вас кошка тут бродит. Кошка — это разлучница, соперница и неприятности. Смотрите, мои дорогие, сразу хочу сказать, что в этих отношениях сейчас какая-то идет заморозка. Заморозка, охлаждение, отдаление. Здесь может отыграться, что вы как-то разошлись, мало общаетесь. Может быть, вы разъехались по разным домам, а может быть, вы сейчас, в принципе, да, вот так в разных комнатах сидите, и между вами общения нет. У кого-то может быть расстояние вот в километрах, да, по разным причинам. То есть вы здесь, он где-то там. Здесь отношения такие немножечко, знаете, как уставшие, да, вот как будто бы вы подустали друг от друга и от тех проблем, которые свалились на вашу голову, на вашу пару. Проблемы здесь есть, и проблем здесь очень много. Начиная там от материального, заканчивая, то есть банальным общением. Здесь и разочарования были, даже, может быть, какие-то хитрые моменты с обманами связанные, с какими-то, может быть, недоговорками, оговорками и прочей ерундой. Значит, хочу сказать сразу, что эти отношения, вот кто ко мне зашел, это кармические отношения. То есть вы должны были встретиться, быть вместе, вы встретились и вы вместе. Да, здесь полярность может быть, да, то, что вас постоянно отталкивает и назад соединяет. Только вы там, например, решили, что все, с меня хватит, устала, не хочу. И тут что-то происходит, что вас опять вот как соединяет, объединяет. У кого-то может быть вообще там материальный вопрос, да, вам даже разъехаться не получается с этим человеком. И вы все думаете, ну вот как так, да? А это все судьба девочки. То есть вам нужно быть вместе, и вы вместе. Будет ли новый виток? Да, он будет. И причем он не за горами. Вы уже как будто бы входите в этот новый виток. Кто-то вступил, а кто-то готовится сделать этот решающий шаг. Значит, девочки, мужчина здесь с якорем вышел. И он вышел большим с якорем, а вы маленькая выходите. Понимаете? Здесь для мужчины очень страшно вас потерять. Даже если он ведет себя по-хамски, если он там грубит, если он там холодный, все равно он очень боится вас потерять. Вот это его агрессия, либо какое-то такое поведение, ну, грубое, да, это все связано с тем, что он боится вас потерять. Боясь вас потерять, да, вот по своей какой-то, ну, я не знаю, по глупости, да, делает и вам еще и больно, цепляет вас, там, пристает с какими-то там допросами, вопросами. То есть как будто бы вот сам все разрушает. На самом деле у него совершенно другие цели, и мотивы его другие. Но вот реализация, конечно, тут такая не с того места, да, идет, либо не с того угла он заходит. То есть мужчина сам не знает, что он делает, но очень боится вас потерять. Мужчина, кстати, может выпивать, мужчина может ревновать очень сильно, но вот не хватает ему ума, что ли, да, прийти там, упасть на колени, покаяться, пожалиться, сказать, ну блин, ну ты же моя женщина, ну куда ж я без тебя, а ты куда без меня? Давай вот обнулимся, давай вот все сначала начнем. Нет, вот
он хочет это сказать, и он даже порывался это сделать, но у него какой-то ступор, понимаете, ступор и все, какая-то гордость, какое-то там предубеждение, что-то там себе надумал, накрутил, намутил, а сейчас сам себе не рад. Вот такая идет ситуация. Вы очень много боролись за эти отношения. Вы тут и в огонь, и в воду, и что вы только не делали. Здесь женщина просто на себе выносила все эти отношения, но устала. Устала и все. Устала от того, что мужчина какой-то инфантильный, какой-то вот там любая трудность, все, он там лапки сложил, спокойно сидит в углу, ждет. То есть вас это достало. Вы хотите сильного мужчину рядом с собой. Пусть он будет хотя бы как вы, да, хотя в идеале, да, мужчину прям рыцаря хочется. Сильного, надежного и решительного. А ваш он нет. Он не такой. Он скорее там, знаете, посидит, подождет, как страус. Вот идет прям страус, да, лучше там голову в песок спрячу, пока там буря пройдет, да. Делайте с моей попой что хотите, только вот голову не трогайте. Странный подход к жизни, и мужчине это не к лицу на самом деле. Но мы не будем ковырять вашего мужчину слишком глубоко, да, это должен делать профессиональный психолог. Так, что хочу вам сказать. Ваша усталость, она, знаете, вот у вас такая вот золотая рыбка, которая уже в скелетик превратилась. То есть вы устали быть золотой рыбкой для этого человека, а вы, походу, ею и были всю вашу, не знаю, там, сознательную с ним жизнь, да, все отношения. Вы исполняли его желания, вы там ходили с него, там, пылинки сдували, да, там, ему перинку набивали, там, вкусняшечки и прочее, там, чуть ли не с бубном перед ним плясали. Хватит, вы устали, вы не хотите, вас это все задолбало, да, то есть хотите перемен. Перемен желательно так, чтобы вы подальше, он подальше, да, друг от друга. Значит, что у вас будет? У вас, кстати, в голове может быть сейчас мужчина. Думаете о каком-то мужчине, либо себе представляете, либо у вас уже какой-то новый знакомец появился. Значит, девочки, что вы там себе не надумали, вот кто зашел именно на эту цепочку, вам вот опять быть вместе, видите? Не отпустит вас судьба. Тут никто, ни соперницы, там, ни разлучники, ни любовники, любовницы, никто не сможет вас разбить и разлучить. Вы все равно должны быть вместе, и вы будете вместе. У вас тут вообще, знаете, клетка идет на вас, но клетка, из которой вы освобождаетесь. Клетка – это проблема. Ну вот она, видите, здесь вот прям вышла. Вы освобождаетесь. Вы как две рыбки, да, вот такие два дельфинчика, вы все равно плывете друг к другу. Понимаете, в разные там моря, океаны вас бросят, вы все равно путь друг к другу найдете. Вы друг без друга просто не можете. Это немыслимо, чтобы вы разлучились и разошлись. У кого действительно тут кошки всякие драные бегали, там разлучали, химичили, магичили, девочки, вы пережили. Вы уже это пережили. Тут мужчине, конечно, могло достаться очень сильно. Там всякие энергетические удары могли быть достаточно серьезные. Я честно скажу, ему на пользу было. Вот реально на пользу. Очень много он передумал, очень много он там переоценил, пересмыслил. Здесь, в принципе, может быть, да, как другая женщина, так и может быть какая-нибудь там родственница, слишком его любящая, которая там его пыталась уберечь и прочее. Ничего, он уже все осознал, он уже все понял. Так, еще вот важный момент, кого разлучают финансовые вопросы, финансовые проблемы. То есть вы друг на друга как будто бы бочку катите, да. Вы ему, типа, где деньги, а он такой, типа, на себя посмотри, да, и понеслась. Вы, мои милые, кто сейчас в финансовых затруднениях, вы что-то вместе придумаете, вы вместе что-то будете растить и делать. Растить можно не только там еду, продукты, но и дела. То есть какое-то дело вы себе надумаете, причем придумаете вы, а он загорится. То есть вы вдвоем будете делать. Значит, что хочу сказать. Если вы придумали, значит, вы это дело видите. Ни в коем случае на него не полагайтесь. Давайте ему поручения. А вот что касается там стратегического планирования, там, бизнес-планов, прочее, это все возьмите на себя. Девчонки, так будет лучше. Если вы мужчине там передадите бразды правления, вы знаете своего мужчину, да, где-нибудь там оступится, испугается, и все, на этом месте все заглохнет. Да? Сами придумали, сами все делаете. У вас, кстати, вопрос решится в течение 6 месяцев. У вас и дело появится, и семья восстановится, и все у вас будет прекрасно. Для всех остальных здесь я вижу, что это где-то вот конец весны, наверное, конец весны. Вы
Знаете, девчонки, вы за него испугаетесь. Вот с ним что-то будет такое, ну, не могу сказать точно, что будет, но он под какой-то опасностью вот пройдется, да, то есть на него там ничего не свалится, не произойдет там критичного, катастрофичного, но вот под какой-то бедой он будет ходить, либо под какой-то опасностью, вы за него очень испугаетесь. И в этот момент вы ему простите все. Все, что он там сделал, не сделал, сказал и прочее, вы ему все простите. Поймете, что, ну, а куда я без него? Ну, это мой мужчиночка, куда же я без него? Куда же я без моего маленького котика-то, да? Ленивого, противного, но все равно родного, девочки, родного. Я вижу, что вы, вот видите, ваш дельфинчик, да, он больше такой активный, вы к нему пойдете. И он так будет рад тому, что вы к нему пришли, что руку ему протянули, ваши отношения восстановятся. Причем они не восстановятся, это действительно новый виток. Они преобразовываются в какой-то более, я не знаю, сильный союз, какую-то более сильную связь. У многих здесь будет желание там повенчаться, кто не венчанный, кто уже венчанный, что-то вы другое себе придумаете. Здесь люди восстановятся. Здесь женщина испугается за мужчину, а мужчина будет этому очень рад, да, что вот женщина все-таки неравнодушная ко мне проявилась. Здесь будет восстановление и здесь будет новый виток. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.